Привет, привет! На нашем телеканале стартовал новый сезон. Как же мы по вам соскучились! Я даже посчитала, как долго информационно-развлекательной программы «Студия-11» не было на экранах. 65 дней, друзья! Это 2015 часов. Надеюсь, лето прошло у вас ярко, насыщенно и интересно. А в осень вы вступили с новыми силами. Мы в эфире, а значит, ближайшие полчаса буквально будут искрить позитивом. Готовы начать? Отлично! Поехали, вот чем удивим в первой части нашего инфозабега. Импортозамещение. Новые ниши для отечественного бизнеса. Незатратно. Игры, которые создаются из подручных материалов. Что есть любовь? Живописный ответ Татьяны Васильевой. Импортозамещение. Говорят, сегодня в главной позиции окажется тот, кто смог вовремя и в практическом режиме понять истинный смысл этого термина. Кто активно ищет и занимает новые ниши и пространства, кто рассматривает импортозамещение как будущий источник рентабельности, прибыли и локального процветания. Давайте посмотрим, как на вызовы времени отвечает бизнес нашей республики. Мало кто знает, что в столице нашего региона успешно работает предприятие по обжарке кофейных зерен. Сегодня бренд Искоми известен крупным дистрибьютором. И не просто так. Производство завоевало свои позиции благодаря строгим стандартам производства и качеству. Зеленое кофейное зерно закупают в Бразилии, Нигерии, Индии, Эфиопии. Вот тут-то и появились трудности. Часть грузоперевозчиков отказались возить товар в Россию. Как итог, подорожание транспортировки и сбои поставок. Учредитель кофейного дела признается, что тогда они потеряли рентабельность, но сейчас стараются все отладить. Сегодня компания обжаривает 2,5 тонны в день, а планирует в 2 раза больше. На свежеобжаренный кофе премиум-класса спрос растет. Санкции сыграли на руку. С рынка ушли такие сильные игроки, как Лаваца, кофе Паулик. Они с рынка уходят, и эта ниша освобождается. И крупные игроки, они как раз начинают искать предприятия, которые способны восполнить их потребности. И сейчас это получается, что импортозамещение чистейшей воды. Любители сладкой газировки тоже могут выдохнуть. Популярная во всем мире кола уступила место в холодильниках Коми-Коле. Этот напиток изготавливается на одном из предприятий Сыктывкара, а название новинки придумали жители республики. Все сырье для Коми-Колы отечественное, вкус максимально приближен к привычному. Основа – ароматический компонент колы из натурального сырья, в составе и кофеин. Сегодня бутылочку напитка можно купить в 2 объемах – 0,5 и 1,5 литра. Почему мы начали выпускать объем 1,5 литра? Это все, конечно, благодаря покупателям. Покупатели просили объем больше, потому что так понравился наш напиток. Коми-колу можно купить не только в магазинах нашей республики, но и соседних Архангельской и Вологодской областях. В ближайшее время напиток появится в торговых точках федеральных сетевиков в регионе. Санкции открыли новые возможности и для мебельного бизнеса. После того, как российский рынок покинул шведский игрок, покупатели выстраиваются в очередь к местным столярам. Компания практически никак не завязана на поставщиках других стран, а значит, с точки зрения закупок материалов работа продолжилась в прежнем режиме. Все наши, скажем так, товары, из которых мы изготавливаем, заготовки, скажем, делаем, они все нашего производства, то есть российского. То есть на нас это пока вообще никакой роли не сыграло. Наоборот, даже люди, когда узнали, что многие закрываются, наоборот, сейчас создается небольшой ажиотаж по заказу. То есть люди не знают, куда идти, и начинают искать там в интернете и так далее, и натыкаются на нас, и приходят и заказывают. За долгие годы компания наработала большую клиентскую базу, приходят и новые покупатели. Крупные фирмы и частные лица заказывают здесь практически все. От миниатюрных тумб и табуреток до лестниц и кухонных гарнитуров. Через игру ребенок естественным образом познает мир. Вообще у этой деятельности немало плюсов. Это и развитие эмоционального интеллекта, когнитивных навыков, дедукции в конце концов. Да, очевидно, родители Шерлока Холмса играли с ним подолгу, да и вообще к процессу игры подходили ответственно. Ладно, о чем это я? Да, совершенно не обязательно тратить на новомодные игры баснословные деньги. Развивашки можно создать самостоятельно из подручных материалов. Об этом наш следующий сюжет. Как познакомить малыша с геометрическими понятиями? В этом нам поможет кубик и лист, на котором изображен портрет малыша. Только посмотрите, у нашего малыша
нет прически. Давайте попробуем ее создать вместе. Для этого на кубик рисуем линии. Их великое множество. Ломаная линия, прямая, кривая линия, волнистая. Вот какая интересная спираль. Конечно, сразу ребенок все не запомнит. Поэтому в игре будет намного интересней и понятней. Для этого кидаем кубик. Смотрим, какая выпадает линия. Называется спираль. На что же она похожа? Что напоминает вокруг такую линию? Затем берем фломастер, который стирается, и рисуем данную линию вместе с малышом. Вот такая удивительная прическа получилась у нашего мальчика. Даже точные математические понятия можно изучать, играя. Ох уж эта любовь! Она определяет отношения между людьми, вдохновляет на смелые поступки и просто делает нас счастливыми. Татьяна Васильева, народный художник Республики Коми, посвятила этому светлому чувству одну из своих выставок «Цветы любви». Через картины мастер раскрыла любовь с 3 ракурсов, как состояние человеческого духа, общение с Богом и отношение к жизни. Моя коллега Евгения Кладкевич пообщалась с художницей. Один из главных принципов вашей работы – это писать мир таким, каким ты его видишь, как ты его чувствуешь. Вот расскажите, что чаще всего вас вдохновляет? Я очень много и за границей езжу, и пишу, и там полгода в Париже, там и Америка, и все. Но самое родное, конечно, здесь. Вот в нашей северной деревне ничего лучше нет. Вот потому что душа приросла здесь. Вот это вот мое. В каких техниках и в каких стилях вы работаете чаще всего? Очень долго вы писали именно акварелью. Да, я писала акварелью, потом писала сухой пастелью, потом масляной пастелью. Сейчас у меня смешанная техника. Акрил, масляная пастель, масло. Бывает там где-то еще и акварель, по старой акварели, если пишу. Ну, в общем, это уже такой вот собирательные материалы, которые мои любимые. Они достаточно легкие, такие доступные. Если взглянуть на ваши работы, те, которые сейчас представлены на выставке, можно заметить, что линии, контуры у них довольно такие вот нечеткие, можно даже сказать, немного размытые. Вот почему именно в таком вот стиле вы предпочитаете писать или чаще всего это делаете? Размытость у меня была в начале, в моем первом периоде, в раннем периоде, когда я работал сухой пастелью, а сейчас у меня очень контрастно, и размытости, в общем-то, совершенно нет. Другое дело, что есть такое понятие касания. Вот какие касания, как касаются одни предметы к другим. Они должны быть не вырезаны, как аппликация. Они должны мягко вписываться в среду, в юности, в молодости. Еще когда нащупываешь не только окружающий мир, но и саму себя. И очень много еще неясностей и непонятного в мире, в жизни, в себе. Эта выставка, она про любовь. Главный смысл здесь именно любовь. И вот расскажите подробнее, как же она выстроена, по какому закону? Любовь, ее очень трудно пристегнуть к чему-то конкретному. Вот любовь и все. Я вообще говорю, что, во-первых, я люблю жизнь, я люблю людей. И счастье, ведь оно в любви. Это самое главное, что у нас существует в жизни, на чем зиждется вообще весь мир, вся жизнь. Вот. А художник, поскольку, значит, это его возможность высказать свое «я» красками, цветом, тоном, композицией. Вот таким образом я рассказываю про свою любовь. И вот в своих картинах в любви к чему или кому вы признавались как художник, если говорить именно про эту выставку? То есть вот деревня есть, да, у нас, как мы видим в сюжетах. Еще что? В общем, окружающий мир. Тут и деревня, и монастыри. Очень много я по монастырям езжу. У меня даже есть серия работ, вот конкретно монастыри. И
маленькие города. Я очень люблю маленькие такие провинциальные города. У них вот душа русская. Ваша любимая, да, картина? Ну, вот я думаю, вот самое интересное для меня – это работа, которая называется «Домой». Это такая ностальгическая работа, ностальгическое настроение по дому, по родному дому, по дому, может быть, в котором родители, воспоминания детства и стремление, желание вернуться, но вернуться как невозможно, но вот это всегда тяга к родному дому. Как вы интерпретируете любовь для себя? То есть как человек себя чувствует, я бы, наверное, спросила вот так, без любви. Какой он человек без любви? Любовь – это жизнь. Если нет любви, то и жить незачем. Ведь мы вообще на землю для чего посланы Господом? Для того, чтобы налюбиться. Как вот у меня дочка родилась, я говорю, боже мой, как я ее люблю, мне же жизни не хватит налюбиться. Современные художники, мастера порой выражают чувства и ту же самую любовь, ну, особенно, немногие могут это понять. Абстракции различные, скульптуры или даже картины. И вот как вы, например, относитесь к современному искусству? Близко ли оно вам? Ну, смотря что называть современным искусством. Я и свое искусство называю современным. Но сейчас такая тенденция к концептуальному искусству, как бы, когда привязывается к какой-то теме, к какому-то проекту. Но это невозможно, так же, как любовь невозможно пристегнуть. Невозможно пристегнуть настоящее свободное творчество к какому-то концептуальному началу. Я ярый противник этого всего. Спасибо большое, Татьяна, вам за это интервью. Я и, конечно, наши телезрители будем ждать еще больше ваших новых работ, чтобы вдохновляться и видеть красоту там, где обычно мы ее не видим. Спасибо. Мы подошли к экватору нашей программы. Как говорится, интересно было, интересно будет. Мы берем небольшой перерыв, но вернемся совсем скоро с новой порцией хорошего настроения. Не переключайтесь. Выбирать темы для сюжетов нашей программы – дело хлопотное, примерно как выбирать арбуз. А что, много общего. Со всей стороны информацию нужно постукать, свериться со всеми индикаторами свежести ягоды, а уж потом класть в телетележку. И все для того, чтобы в дом принести свежее и отборное лакомство. Оценить свежесть нашего блюда вы сможете во время просмотра анонса второй части программы. Приятного аппетита! Красивая коми. Фотографии Владислава Трушкова. Всегда готовы, как школы вошли в новый учебный год. Помощь важная, помощь нужная. Акция «День знаний каждому». Как прекрасен Коми-край. Леса зеленые, грибами да ягодами богатые, а реки быстрые, рыбой полные. И летом красота наших мест становится будто еще отчетливее и ярче. В доказательство снимки Владислава Трушкова. Осень. Какие ассоциации с этим временем года приходят вам в голову? Желтые листья? А может быть, горячий чай где-нибудь в парке? Вся эта романтика, конечно, не обходит нас стороной, однако в первую очередь эта пора всегда подразумевает начало нового учебного года. Погружаться в мир знаний наши ребята уже начали. Наверняка прямо сейчас исписывают свежие тетради, изучают незнакомые учебники и аккуратно заполняют дневники. Как же готовились к учебному сезону школы нашей республики, узнала Евгения Кладкевич. Наталья Владимировна, для начала расскажите, какую же проверку школы перед началом учебного года обычно проходят? Во-первых, у нас есть план подготовки каждой образовательной организации, а не только школы, к новому учебному году. Мы по этому плану работаем. Дальше мы проводим ряд мероприятий. Это и ремонт, и укрепление в части комплексной безопасности, приобретение каких-то средств обучения, учебников и так далее, и так далее. То есть у каждой образовательной организации свой план подготовки. Создается комиссия, есть единые подходы к созданию комиссии. Это не только отрасль образования принимают участие в комиссии, в приемке образовательных организаций к новому учебному году и сотрудники МВД.
МВД, Росгвардии, сотрудники Роспотребнадзора и многие другие организации, которые также заинтересованы, чтобы по разным направлениям в образовательной организации все было четко, в порядке и все было готово к 1 сентября. Поэтому вот единые подходы, они определены, есть нормативные документы, все действуют по ним. Создаются большие комиссии, о которых я уже сказала, и где-то начиная с середины июля до 15 августа идет приемка школ. К 16 августа мы могли констатировать, что все 714 образовательных организаций нашей республики, которые предъявлены к приемке, они все прошли эту процедуру. Очень здорово. Интересовало, конечно, все ли наши образовательные учреждения готовы к новому учебному году или нет. А что касается количества первоклашек, вот в этом году по сравнению с прошлым годом их стало больше? В этом году впервые за парты наших школ сядет 10 700 первоклассников. Это немного меньше, чем в прошлом году, но каждому есть место. Мы открываем первые классы, 580 первых классов примут своих первоклассников, поэтому все готовы. Но не только новыми учениками пополнится наша республика, еще и новыми школами пополнится наша любимая Коми. Действительно, мы открываем долгожданную большую школу в селе Помоздино из Коломского района на 400 мест. Не все было гладко, объект немножко позже сдался, чем было положено, но вместе с тем все готово, все заключения получены, все расставлено, все приобретено. Уверена, ученикам в новых стенах, в обновленных стенах учиться будет еще большее удовольствие. А что касается образовательной программы, в этом году на федеральном уровне, на республиканском уровне на какие-то изменения претерпела? Если мы говорим про школы, не надо забывать, что у нас вступают в действие обновленные федеральные государственные образовательные стандарты. Мы начинаем несколько по-иному реализовывать содержание образования в первых и в пятых классах, ну и дальше уже поэтапно. Ничего серьезного на самом деле не случилось, то есть содержание где-то более конкретизировано, а немножко по-другому составляются рабочие учебные программы, но здесь в помощь на уровне Министерства просвещения Российской Федерации разработан единый модуль, либо единый конструктор, можем так сказать, где очень просто и быстро каждому учителю с учетом федеральных установок, федеральных программ разработать свою программу. Поэтому вот мы начинаем с обновленных стандартов. У нас начинаются прекрасные традиции в школах России, в школах Республики Коми, не только в школах, но и в техникумах и колледжах. Это начало учебной недели с поднятия государственного флага Российской Федерации, под исполнение государственного гимна Российской Федерации, ну и, соответственно, в конце учебной недели спуск флага, гимна. Это может быть вместе, все это может быть отдельно в каком-то классе. Здесь нет единых подходов, каким образом это организовать. Но каждая школа, каждый техникум прекрасно понимает особенности свои. И самое главное, что вынос флага, либо поднятие флага – это почетная миссия, и такое право будет предоставляться лучшим из лучших. И, возможно, вы хотите пожелать нашим телезрителям, юным телезрителям, школьникам что-то в начале учебного года. Вот пару приятных слов от вас. Я уверена, что наши дети, большие и маленькие, отдохнули и готовы к тому, чтобы вновь сесть за парты. Либо вновь прийти в детские сады, либо прийти в техникумы, в колледжи, в университеты. На самом деле взрослые готовились, педагоги готовились, мы их ждем. И желаю всем хорошего настроения, в первую очередь, с удовольствием учиться. Мы создали много нового и интересного в наших городах, в наших селах. Пусть учеба доставляет удовлетворение и детям, и их родителям. Пусть меньше будет трудностей. И самое главное, конечно, я хочу пожелать всем, кто приводит ребенка в школу, кто учит его в школе, и самим детям, это здоровье. Чтобы они берегли себя, берегли окружающих. И, как обычно, у нас будет интересный, увлекательный, очень успешный учебный год. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Ну, а я хочу добавить только удачи, успехов, учиться только на круглые пятерки и, главное, получать удовольствие от этого. Спасибо. В первые дни сентября многие стараются помочь детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Вот, например, ресурсный центр развития добровольчества поддержал федеральную акцию «День знаний каждому», собрал канцелярские принадлежности и школьную форму. Все это будет передано детям из малообеспеченных многодетных семей, а также детям-сиротам. За несколько дней в благотворительной акции приняли участие десятки людей, в том числе члены Общественной палаты Коми.
В основном приносит, то есть это действительно средства для обучения, пеналы, ручки, тетради, небольшое количество также приносит и пластилина для каких-то занятий творчеством школьным, но в основном приносит первые базовые вещи, это тетради, ручки, фломастеры, маркеры, то, что нужно в первую очередь и необходимо школьнику для образовательного процесса. Списки тех, кому положена такая поддержка, уже составлены. Покупать выгодно всегда приятно, особенно когда нужно приобрести многое. В этом деле главное знать, в какие места ходить. Пойдемте со мной, я покажу. Да я же тебе говорю, это не как ты выражаешься, оставить все на последний момент. Это продуманный стратегический ход. Вот увидишь, я весь этот список куплю выгоднее, чем сделала бы это, например, неделю назад. Ну, в общем, я работаю, давай, тебе потом перезвоню. Итак, друзья, 1 сентября уже отгремело, портфель до сих пор не собран. Отставить панику, сейчас разберемся. У меня список небольшой. Мне понадобится тетради, акварель, пенал в виде собачки, еще тетрадки, немного пластилина. Ой, чуть про тетради не забыла. Конечно, ваш список может быть в разы больше, а может и наоборот меньше. В любом случае выбрать в ленте есть что. Красный – это цвет жизни, воли к победе и харизмы. А еще красный символизирует выгоду. Поэтому обращайте внимание на ценники этого цвета. Вон, кстати, тут сейчас тетради по акции. Скидка на них 55%. И не только на тетради, в общем, а на всю канцелярию тоже. Поэтому, как говорится, соберем школьный портфель без особых денежных потерь. Помимо охладительной техники, здесь можно посмотреть и другую бытовую. Тоже все выгодно. Как же приятно после учебного или рабочего дня собраться всей семьей за чашечкой чая и обсудить планы на будущее или то, что произошло за день. А к чайной церемонии отлично подойдут пироги из гипермаркета «Лента». Их, кстати, пекут по домашним рецептам и каждый день. Итак, друзья, а вы взяли пироги? Я точно взял пироги, понимаешь? Точно! Вот и славно. Еще в продуктовую корзину положите курочку, дыньку, арбузы. В общем, чего это я вас учу? Вы сами знаете, какими лакомствами порадовать родных. Полки здесь пустыми не бывают, потому что пополняются они регулярно. Думаю, вы тоже это заметили. И дело касается не только отделов с продуктами. Вот прямо сейчас мы зашли в отдел с бытовой химией. Все полочки заполнены. И, знаете, это прям мечта каждой домохозяйки. Столько средств моющих, чистящих. Пожалуй, я тоже что-нибудь возьму. Какой ассортимент богатый. И все по красным ценникам, если вы понимаете, о чем я. Ну что, друзья, пойдем на кассу. Ваш чек, пожалуйста. Выбирайте любимые категории в мобильном приложении «Лента» либо на сайте «Лента». Тратьте баллы до 100% на покупку. Спасибо вам за покупку. Ждем вас снова. Вам спасибо. Ну, вот и закупились, друзья. Осталось только кое-что сделать. Алло. Ну, я же говорила, что для выгодных покупок поздно не бывает. И ты давай, беги в «Ленту». Скидки лови. Ну все, давай, пока. Целую. Новый телевизионный сезон объявляю открытым. Ура, друзья! Вот так быстро прошел наш первый эфир. Впереди их будет еще немало, потому встречаемся с вами завтра в это же время и в этом же месте. Пока-пока!